Сегодня в Ленинском районе стартовала археологическая экспедиция. На месте руин одного из крупнейших городов Средневековья – столицы Золотой Орды Гюлистана. Десятки участников больше недели будут проводить раскопки. Уникальны они еще и тем, что в работе используют карты XIX века. Их наложили на спутниковые снимки. Точность расположения объектов достигает нескольких метров. Как прошел первый день, расскажет Александр Кулишенко. Пол, хороший пол, в хорошем сохранении. Ну что могу сказать, это первая у нас серьезная находка, которая подтверждает все наши теории. Явно хороший знак. Первый слой, и здесь же археологи обнаруживают такую находку. В руках медная монета XIV века с цветочной розеткой периода хана Джанибека. Отчеканено в сарае Аль-Джадида, в Новом Сарае, в 753 году хиджры, то есть по лунному календарю мусульманскому. К этой экспедиции историки готовились в течение нескольких лет. Изучали архивные документы, помог исследователям план местности, а точнее план сарайских развалин, созданный в 19 веке. В свое время над ним трудились военные топографы во главе с тогдашним начальником межевания казенных земель Саратовской губернии Николаем Кузьмичем Тетеревниковым. Эти карты попали в поле зрения ученых еще в 1975 году, но недавно обнаружились и другие. 16 листов в самом большом масштабе. Оригиналы при наложении на спутниковые карты позволили археологам определить ранее неисследованные объекты. Были разведки, инициаторами были не мы, был Александр Глухов, археолог тоже из Волжского. Это совершенно уникальный случай. Ни одного древнего города на территории вообще, наверное, России, там не только золотоордынского периода, который был бы так задокументирован, вот на тот период, когда как бы хорошо, еще там не застроенный, не распаханный, его просто нет. И вот эти документы, эти планы, действительно, это уникальное и очень хорошее подспорье для археологов, которое открывает совершенно новые горизонты. В теории археологи планируют под слоем земли обнаружить элементы домов, хозяйственных построек XIV века. На то, что здесь располагалась усадьба, указывают и археологические признаки, и те самые карты. Что на практике? Уже в первый день экспедиции волонтеры находят керамику, фрагменты сосудов и даже фасадов древних строений. Цветная полива очень характерна для этих мест, и украшали здания вот именно таким орнаментом, такими цветами: синий, светло-голубой, белый, светло-зеленый. Экспедиция проходит на месте руин одного из крупнейших городов Средневековья, столицы Золотой Орды Гюлистана. А это конкретное место можно считать, как сейчас бы сказали, пригородом. Сам Гюлистан исчез с карт в 15 веке, когда начались междоусобные войны. Провести экспедицию удалось в том числе благодаря фонду президентских грантов. Основная цель и смысл проекта – это археологические раскопки в районе Царевского городища, который привлечет максимально много желающих, волонтеров, поработать, провести активное время. И это была наша основная такая фишка, цель, которая, в принципе, сыграла, как мы и хотели, даже больше, чем мы хотели. Действительно, к проекту за короткое время подключились десятки желающих. Волонтерам от 12 до 65 лет. Работы ведут под руководством опытных наставников. Конечно, моя обувь для таких работ явно не подходит. Волонтеры к экспедиции готовились основательно. Кстати, всего предстоит изучить порядка 100 квадратных метров. Хорошо, что погода благоволит. Достаточно сильный ветер и солнце не жарит. Одна из участниц, Светлана Панкратова, гид-экскурсовод, пропустить такую экспедицию не могла. В первой моей раскопке я решила, что нельзя пропускать такой опыт, потому что это действительно очень интересный опыт. То, что мы здесь найдем и вообще, что мы здесь получим, я буду об этом рассказывать. Возможно, даже сюда буду возить экскурсантов, туристов. Есть и участники раскопок, которые приехали из других регионов страны. Виолетта Титова из Саратова узнала об экспедиции в социальных сетях. В жизни преподает рисование, здесь тоже нашлось занятие по душе. Приехала, чтобы зарисовывать работу археологов и сама поучаствовать в археологических раскопках. Было все время это интересно. Взяла этюдник. Хочу успеть не только порисовать и пораскапывать.
Так получилось, что среди волонтеров этой экспедиции много художников. Студентка педагогического университета Анастасия Харитонова говорит, для многих это хорошая возможность поближе познакомиться с искусством прошлого, изучить текстуру и цветовую палитру находок, ну и заволжский степной пейзаж, тоже своего рода картина. У нас есть возможность работать с местностью, с какими-то необычными материалами. То есть мы специально не брали из дома краски, бумагу, карандаши. Мы решили поработать с местностью, с камнями, со степью, с травами. То есть как будто для нас это тоже большой эксперимент. И сама экспедиция как будто поиск такого чего-то неизвестного. Вот и мы в творчестве также пытаемся что-то для себя новое открыть. Завершить работы планируют до конца августа. Все ценные находки передадут в Волгоградский краеведческий музей. Что касается этого раскопа, кстати, это еще одна неизвестная часть работы археологов, его закопают. Таковы правила. Мы ничего не ломаем, мы все консервируем, но закопать эту яму нужно. Такая методика рекультивации должна быть. Это прописано. Нельзя оставить ее открытой. Во-первых, под дождем и снегом все это разрушится, если это оставить открытым. Организаторы надеются, что экспедиции станут ежегодными, чтобы как можно больше раскопать информации о древнем городе. Более глобальная мечта — создать базу археологических находок, которые позволили бы открыть здесь уникальный историко-археологический центр. Тогда прикоснуться к прошлому смогли бы жители не только нашего, но и других регионов страны. Александр Кулишенко, Владислав Кулаков. Вести Волгоград из Ленинского района.